12 августа 1992 года Верховный Совет Абхазии обратился к Госсовету Грузии с предложением о восстановлении государственно-правовых отношений с Грузией. Парламент планировал обсудить проект федеративного договора между Абхазией и Грузией 14 августа 1992 года на утреннем заседании сессии. 12 августа 2008 года абхазские вооруженные формирования освободили верхнюю часть Кодорского ущелья и установили контроль над всей территорией Абхазии. И вот свершилось долгожданное, поистине историческое событие. В селе Чхалта, над зданием, где еще недавно располагалось так называемое правительство автономной республики Абхазия в изгнании, водружен государственный флаг Республики Абхазия. 12 августа 2008 года глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил: «Абхазия и Южная Осетия требуют признать их независимость. Мы поддерживаем принципы мирного урегулирования ситуации вокруг Южной Осетии, озвученные сегодня в Москве президентами России и Франции, и уверены, что международное обсуждение вопроса о статусе Абхазии и Южной Осетии должно завершиться признанием нашей независимости», добавил он. 12 августа 2009 года состоялся первый рабочий визит председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина в Республику Абхазия. Российский премьер возложил цветы к мемориалу славы, посетил Сухумский роддом, провел переговоры с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, а также встретился с представителями оппозиции и Советом старейшин Абхазии. Мы нисколько не сомневаемся в том, что народ Абхазии – талантливый народ, народ трудолюбивый, мужественный. Если он смог выстоять в условиях блокады и непрекращающейся войны, то уж справиться с возрождением своей экономики в условиях, когда Россия признала независимость Абхазии и оказывает, и намеренно оказывает, и будет оказывать системную экономическую, политическую, а если потребуется, и военную поддержку. В присутствии председателя правительства России Владимира Путина было подписано соглашение об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии. По-моему, ни разу наши зрители не слышали, какие силы и средства, какие подразделения наряду с миротворческими силами участвовали. Вот, кого бы вы считали необходимым сегодня отметить, обозначить, а потом мы пройдемся, так вспомним, как это было, что в вашей памяти спустя 15 лет осталось, что вы хотите вспомнить. Как только события развернулись в Цхинвале, там было разделение. Начальник генерального штаба контролировал вместе с главкомом сухопутных войск южно-осетинское направление, а первый замминистра обороны и я, как его правая рука, возглавляя главк боевой подготовки и службы войск, я отвечал вот за абхазское направление. По сути, все действия России, они были чисто миротворческими, чисто направленные не на то, что там кого-то убить, застрелить и отобрать, а с точки зрения, и это оценила ООН, кстати говоря, когда их наблюдателей мы пускали везде, даже в Зугдиде я их пустил. Я им сказал, принцип такой, вот, пусть выходят, их никто не держит. Короче говоря, в течение 2 дней Кодорское ущелье было освобождено. Состав группировки в итоге составлял группировка миротворцев, которые находились в санатории того самого МВО под руководством полковника из Московского округа. А 1 батальон миротворцев находился на территории Грузии, как это было и предписано соглашением, да. И для того, чтобы не было пустоты между этим батальоном, мы на БДК
подтянули десантно-штурмовой батальон 7-й дивизии. Итого это у нас тогда дивизии были двухполкового состава. Это Ставропольские и Новороссийские десантно-штурмовые полки, артиллерийский полк Анапы. Вот, собственно говоря, чем усилилась группировка. Да, и полк спецназа ВДВ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и замминистра Беслан Чкадуа на расширенном брифинге рассказали о ситуации на улицах и трассах республики, о том, как идет борьба с наркобизнесом и незаконным оборотом оружия, а также о том, как милиция справляется с возросшими нагрузками в курортный сезон. В разы произошло сокращение тяжких преступлений в отношении людей, которые приезжают к нам для отдыха. И это вот все к тому, о чем было сказано выше, что та профилактика и те мероприятия, которые проводятся, работа направлена на предупреждение и пресечение преступлений, она дает свой результат. И, конечно, в летний период в основу взята безопасность граждан, не только наших, но и людей, которые приезжают к нам с целью отдыха. То есть вот эти результаты, я хочу сказать о том, что говорят, что вот та работа, которая проводится, и патрули, и вот эти новые группы, которые были созданы по поручению министра, куда входят спецподразделения, вот вся эта совместная деятельность, она как бы нацелена на именно вот такие результаты. Чтобы курортный сезон прошел спокойно, милиция перешла на усиленный режим работы. В Сухуми с 10 августа вечернее патрулирование ведут смешанные группы. Сотрудники уголовного розыска, общественной безопасности, наркоконтроля, спецназ. Новый формат работы и усиленное профилактическое присутствие уже дают измеримый результат. Как отмечают в ведомстве, криминогенная ситуация находится под полным контролем, а показатели тяжких посягательств существенно снизились. В 2025 году было зарегистрировано 28 преступлений в отношении отдыхающих, из которых 13 были тяжкие. Раскрыто было 19. Значит, в 2026 году было зарегистрировано 22 преступления всего в отношении отдыхающих. Это статистика с мая по июль, то есть по сегодняшний день, грубо говоря. Не менее напряженная ситуация на дорогах, но современные технологии доказывают свою эффективность. На республиканской трассе уже работает 35 комплексов автоматической фиксации нарушений. Они помогли снизить среднюю скорость потока. Лихачей на трассе стало заметно меньше. В планах ведомства масштабировать проект «Безопасный город» на улице столицы и других городов, чтобы бороться с пробками и хаотичной парковкой. Скоро у нас начинается учебный период. Школы и другие, скажем так, заведения, которые все-таки из-за чего на улицу будут въезжать огромное количество наших граждан. У нас зачастую, вот, если возьмем, к примеру, город Сухум, в утренние, обеденные периоды, огромные пробки образуются. Соответственно, что мы сейчас работаем над этими вопросами. Работа ведет следующим образом, что мы получаем практику, в первую очередь, уже передовых, так скажем, технологий в различных городах Российской Федерации, где уже применяется это оборудование для того, чтобы фиксировать эти нарушения, неправильные парковки и многие-многие другие способствующие созданию таких ситуации в городе. Серьезной проблемой остается борьба с наркопреступностью. За минувшие полгода правоохранители зафиксировали 97 таких фактов и изъяли крупные партии наркотиков. Однако в ведомстве открыто заявляют, одними задержаниями и силой эту проблему не победить. Необходима единая государственная стратегия, объединяющая раннюю профилактику в школах, обновление в наркологическом диспансере и эффективную реабилитацию зависимых. Привлечено к уголовной ответственности 86 лиц. Представляете, это все те люди, которые, в принципе, напрямую имеют отношение не к потреблению наркотиков, а к распространению, обороту наркотических средств. Выявлено также 10 закладчиков, если так взять цифры, 3 преступные группы. Когда мы говорим о преступных группах, мы должны понимать, что преступные группы – это те
скажем, группы лиц, которые непосредственно организовывали каналы поставок в Республику Абхазия. Мы сумели наладить тесный, очень конструктивный контакт с нашими коллегами из Российской Федерации, так как мы сегодня видим, что основной поток наркотиков идет из России. Мы с ними наладили контакт, и у нас есть результаты по предотвращению каналов совместных, по задержанию организаторов канала на территории Российской Федерации. Одной из острых тем остаются бытовые конфликты с применением оружия. С 2022 года в стране выдано более 7 тысяч разрешений на нарезное краткоствольное оружие. Из них почти 1745 именно на ношение. В министерстве констатируют, люди из-за пустяковых поводов пытаются решить вопросы с помощью пистолетов, доходя до случаев, когда брат стреляет в брата, а сосед в соседа. Из-за такой доступности оружия, по словам КИУТ, любая бытовая стычка дома или на дороге рискует мгновенно перерасти в конфликт со смертельным исходом. Мы ни в коем случае не говорим о полном изъятии оружия у нашего населения. Многие, мы понимаем, что традиционно подходит, что у мужчины, у абхаза должно быть наличие оружия. Пожалуйста, проблем никаких нет. Есть оружие у резервистов, есть оружие у обычных граждан, кому позволительно сегодня по определенным, скажем, законным требованиям носить, либо законным, скажем, критериям, если он к ним подходит, то он имеет право его оформить, пожалуйста, может его хранить у себя дома при особых условиях. Из числа изымаемого оружие, которое сегодня законом непригодно для использования. То есть это в основном пистолеты, переделанные из охолощенного в боевой. Такая проблема у нас существует. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации этот вид оружия, то есть охолощенный, в свободной продаже находится, его можно спокойно привезти в Абхазию. Наши умельцы, дельцы быстренько его переделают в боевое. Соответственно, эта конструкция, в первую очередь, очень опасна для использования. Она не подлежит ни регистрации, она подлежит только изъятию и утилизации. Но при всем при этом она имеет квалификацию оружия как боевое, и наши граждане, к сожалению, великому, попадают под уголовные статьи из-за его незаконного ношения. Отвечая на вопрос журналиста о том, не стоит ли привлечь к охране общественного порядка силы стратегического партнера России, глава МВД ответил принципиально. По словам Роберта Киут, внутренние вопросы страны должны решаться собственными силами, опираясь на собственные законы и понимание национального характера. Внешний фактор работы с нашим населением в категорической форме неприемлем. Я против такого рода действий, а скажу вам почему. В первую очередь, спасибо, что люди понимают, что сотрудники работают на износ, это действительно так и есть. У нас такое понятие, как выходные дни, не должны существовать, потому что мы охраняем покой и порядок в нашей стране. Что касается применения практики, в том числе наших российских коллег, она в Абхазии работать не будет. У нас есть свой подход, у нас есть свои понимания, тем более помощь каких-то других ведомств или подразделений в нашей стране, я считаю, это не столь необходимо. Я считаю, категорически ненужной, даже могу сказать так. Мы сами можем справиться. В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что рейды и патрули – это по большей части меры реагирования. Но основа проблемы в несовершенных законах. Без политической воли, жестких санкций и тотального контроля за оружием навести порядок на улицах не удастся, так считают в МВД. Потому что безопасность государства – это общая задача для силовиков, депутатов и всего общества. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Сохранить память о подвиге и документально зафиксировать каждый день Отечественной войны народа Абхазии. 12 августа 1993 года, еще в разгар боевых действий, приказом руководства было создано подразделение, ставшее основой современного архива Министерства обороны. Сегодня ведомство отмечает 33-ю годовщину со дня основания. Шохопшом, шамта шохопшом, аха шебзурало пархиба псизто хархамацем. Сарабаса, акшарат тут хархамацем. Насвой избавиться от такой работы, ехать за то
يقصد يربخيت يقصد يربوطها أو ديركاتسو فخا يقحتري شو يستزر ها بسنر ها تخم خير ها تورخ ها تخم خير يستخدوها. В праздничный день в коллективе вспомнили и тех, кто стоял у истоков службы, идейного вдохновителя Баджукура Сагария, первого руководителя Валико Пачуля и их соратников. Сегодня архив остается одной из главных баз для серьезных научных изысканий. Архивы живут золота, и хахтагл защищав, но обжили пчелов. Рулов хуй и корзауси твых хундкаржа дзыргрыз и корзауси такой дара хундкар дешерзыку и чершно обшузы и пчелов. Гиганахова и нечка зихоза таглы шагопшир уиском ничего сказала хот сузван. Извана гузер вот ты и раб ходил на хвапи я хиеко а циканаму я хапи а пепшамзеру я хапи пепшанаму я хиеко вот спиби пара и друзеру. Параллельно здесь идет большая практическая работа. Военно-историческая группа во главе с журналисткой Екатериной Бебе по крупицам собирает биографический сборник о всех погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Валериан Гергипа иашаҵәҟьаны иусҭак ԥхықәрала дызнеины гәык ԥсыкала абри архив иҵегь аҳаракыра иундаз ҳәа иџьабаа шәара ҳаҳаасҭеит шәашәоуп издыруа ҳара ҳнагәылаԥшны ҿыц иааиз абри сҩыџьа аӡӷабцәеи сареи ҳнагәылаԥшны иаҳбо убриоуп иара ихада ҳхада инеиҷыданы шәара зегьы шәгәы шәыԥсы шәхы азышьҭны абра аус шыжәуа ҳалаиабеит. Помимо исследовательской деятельности, коллектив ежедневно выполняет и важную социальную миссию. Сюда приходят ветераны, матери и вдовы погибших воинов за архивными справками, подтверждением наград или просто за поддержкой. Главное правило для сотрудников – чуткость и уважение. Ветеранша шраку и тахазертача шраку урт патуш рукцату и шрача вету обрезан бри да агублра хайдна колот зиги ира Валериан Георгиевич ки снаги хайфота браяйва ветеранша бабс кашгу авин кашгу шнарх заргерах яшумган шугала казара бабс заргерах яшумган яхот узигияшу пизбанзар хатырла хусна акзаров пизбанзар айбишенцоз зки бишфи жикова хайбиши тахит хабрал хсекуршину абарциге псразги тахзамс абарциге пстазар тахон хабарт харзхуцна анна харзхуцна срабра итахаз таацунаевым рухчкунаевым српон жакрам хакудиос мштец вос сус сел карус его из хосха абризиге хайднакылт. В честь даты руководитель ведомства поздравил коллектив и вручил сотрудникам памятные подарки и денежные премии, отметив, что именно преданность своему делу и исторической правде остаются главной опорой их службы. Заур Кварча, Абазатовы. Первозданная природа, которая открывается взору в ущельях Абхазии, носит научный термин «Колхидский рефугиум». Это древнее природное убежище возникло более 3 миллионов лет назад. Когда большую часть континента сковывали ледники, здесь, между суровыми горами и теплым Черным морем, сохранился уникальный оазис жизни. И сегодня более 90% местных растений помнят Землю еще до ледникового периода. Сху-Гумистинский заповедник располагается в самом центре страны и включает в себя бассейн реки Гумиста, верховье реки Бзыбь, где мы сейчас и находимся, и левый берег устья реки Кодор. Его общая площадь примерно 41 тысяча гектаров. Здесь сохранились растения еще со времен самых неблагоприятных исторических эпох, до ледникового периода.
Сегодня ученые предлагают амбициозный проект – пересмотреть границы и включить в состав заповедника альпийские луга главного Кавказского хребта. Это позволит сомкнуть охраняемые земли с Рицинским и Кадорским парками, а также с крупными заповедниками по ту сторону гор. Получится непрерывный трансграничный мост для миграции диких животных. Верхняя граница заповедника проходит по верхней границе леса. То есть заповедник не охватывает альпийскую зону главного Кавказского хребта. Это все же достаточно важная с экологической точки зрения зона, в которой высокотравье, биологическое разнообразие, редкие исчезающие виды. И важным моментом здесь является, конечно, необходимость такого контакта с заповедными территориями, которые находятся по ту сторону главного Кавказского хребта.